43 инвалида работают в Нерюнгри на разных предприятиях. Это стало возможно благодаря республиканской программе трудоустройства незанятых людей с ограниченными возможностями, которую внедрили 5 лет назад. Надежда Акимова продолжит. В цехе по изготовлению мебели предприятия «Комрад» слышны только звуки оборудования. Из 12 работников на производстве мягкой и корпусной мебели на сегодняшний день работает 9 человек с ограниченными возможностями слуха и речи. Многие из этих молодых людей трудоустроились благодаря специальной программе, которая начала реализовываться правительством республики 5 лет тому назад. При этом надо отметить, что эти граждане трудоустраиваются согласно индивидуальной программы реабилитации инвалидов. Программа предусматривает финансирование работодателю вновь организованного рабочего места. Сергей Радченко среди предпринимателей считается самым активным. Для многих он пример для подражания. Он один из тех первых предпринимателей, которые стали трудоустраивать на свое предприятие людей с ограниченными возможностями здоровья. Правда, тогда, 7 лет назад, программа поддержки и трудоустройства еще не работала. Но 2 года спустя предприниматель воспользовался созданной программой и за счет выделяемых средств из республики создал 8 специализированных рабочих мест для инвалидов 3-й группы. Совсем другой менталитет и отношение к работе совсем другое. Им надеяться не на кого, они надеются только сами на себя, поэтому они очень добросовестные работники. Я своими работниками доволен. У нас полностью целая бригада, 9 человек, вот они работают, выполняют абсолютно любую работу. Хорошие специалисты. 27-летний Юрий Яковлев – инвалид детства 3-й группы по слуху. После окончания колледжа молодой человек не смог трудоустроиться, но благодаря данной программе он попал в добрые руки предпринимателя Сергея Радченко. За 4 года Юрий, как и многие его коллеги по цеху, стал профессионалом и мастером, универсалом по сбору мебели. Мне здесь нравится эта работа. 4 года работал. Диваны, все, что умею. Зарабатывает хорошо. На сегодняшний день благодаря программе в Нерюнгринском районе были трудоустроены 43 человека с ограниченными возможностями здоровья. Помимо всего прочего, трудоустройство помогает таким людям адаптироваться в современном обществе и быть уверенным в завтрашнем дне. Надежда Акимова, Семен Амосов, НВК Саха, Нерюнгри.